Амурванде Хундадонухот. Меня зовут Сергей Санхядов. В детстве я занимался шахматами, и когда мы во втором классе поехали в город Барнаул, то прохожие на улицах спрашивали нас, из какого города мы приехали. Мы тогда никак не могли понять, как люди узнают, что мы приехали из другого города. В конце концов, мы спросили своего руководителя, на что он очень педагогично нам ответил: потому что вы плохо себя ведете. Конечно, если бы мы разговаривали друг с другом на родном бурятском языке, то таких вопросов у нас не возникало бы. Позже, естественно, я разобрался, в чем дело, и ребята из других городов стали спрашивать нас, как будет по-бурятски то или иное слово. Но я тогда не мог ничего ответить, просто потому что не знал родной язык. С тех пор в душе у меня остался очень неприятный осадок, с которым я пытался бороться до 40 лет. Но в конце концов я понял, что обманывать самого себя бесполезно, и решил освоить бурятский язык. И сегодня я, к примеру, понимаю, почему по одной из версий название города Барнаул, в котором я впервые задумался о своей самоидентификации, означает «темная гора». Просто по-бурятски «темная гора» будет Баран-Уула или Барнаул. А моя дочь, которая закончила первый класс, в отличие от меня в детстве, сегодня знает все бурятские названия шахматных фигур. Надеюсь, что вам или вашим детям эта информация также будет интересна. Начнем с главной фигуры. Это король. Просится название хан, то есть король или хан, но не все так просто. Шахматный король по-бурятски будет ноим, то есть это то слово, к которому мы привыкли в его значении начальник. Дальше у нас королева или ферзь. Здесь тоже просится слово хатан, но опять же таким высоким словом ферзь не называется, он называется более разговорным или бытовым словом бырсы. То есть это разговорный вариант слова королева. На мой взгляд, это связано с одной из особенностей нашего менталитета, в соответствии с которым называть шахматные фигуры такими высокими словами, как хан или хатан, не совсем принято. Идем дальше. Дальше у нас идет слон. По-бурятски слон будет зан, но здесь же опять же прямого перевода нет. Название шахматной фигуры слон по-бурятски отражает особенности нашего взгляда на мир. У бурят слонов не было, а самое крупное животное было верблюд. Поэтому шахматная фигура слон по-бурятски будет теме. Следующая фигура конь. Конь он и в шахматах конь, морин. И следующая фигура это ладья. Ладья это морское или речное судно, но изображается оно как шахматная фигура в соответствии со своим более устаревшим названием тура. Тура – это осадная башня, которую использовали при осаде крепостей. Поэтому она и изображается, эта фигура, в соответствии с этим названием тура. Для ладьи характерны вот такие зубцы, за которыми прятались осаждающие крепость. Эта телега подъезжала к крепости на колесах, то есть на своеобразной телеге, поэтому ладья или тура по-бурятски будет тырга, то есть телега. И у нас осталась одна единственная фигура, это пешка. По-бурятски пешка будет хубум. Хубум или мальчик, думаю, что с этим названием вопросов нет. Итак, мы с вами выяснили, что
единственная фигура, которая переводится прямо, это конь или морень. Ходить по-бурятски, имеется в виду ходить в шахматах, по-бурятски так и будет, япха. То есть знаменитая фраза из «Джентльменов удачи» «Лошадью ходи» по-бурятски будет «Морёр явыш». Дальше. Мат по-бурятски так и будет мат. И, соответственно, поставить мат в 3 хода по-бурятски будет «Вурвун я буду хейт мат тавиха». То есть, дословно, сделав 3 хода, поставить мат. Ну, ходить ябха, а ход, соответственно, явадол. И еще один интересный шахматный термин – цукцеванг. Цукцеванг – это шахматная позиция, при которой любой ваш ход приводит к проигрышу. Не знаю, есть ли в бурятском языке перевод этого термина, но давайте поэкспериментируем сами. Цукцеванг – это ситуация, при которой какой бы ход вы ни сделали, все равно вы проиграете. То есть это безвыходная ситуация. Ну, по-бурятски это яхаш яргуй. То есть дословно нет возможности что-либо сделать или безвыходная ситуация. Но это бывает только в шахматах, а в жизни безвыходных ситуаций не бывает. Шатар надык ты, дахин озытрабайтай.